Открытие вахты памяти «Малгобекский рубеж-2021» начинается с приветственных слов всех участников военно-патриотического мероприятия. Здесь собрались поисковики из соседних республик Пермского края и Астраханской области. Активисты юнармии, как всегда, подошли к этому событию ответственно. Стихотворения и песни о великом героизме участников Великой Отечественной, их доблести и храбрости. Открытие вахты памяти – это официальная часть мероприятия. Далее на протяжении 7 дней поисковики будут проводить раскопки на Терском хребте. Известно, что город несколько раз переходил из рук в руки, но советские войска сорвали план гитлеровского командования. По официальным данным, в боях за Малгобек полегли 120 тысяч бойцов Красной армии. В Ингушетии поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной ведется уже 11 лет. За это время удалось найти и похоронить 72 бойца. Непосредственно здесь был остановлен враг. И победное шествие рабоче-крестьянской Красной армии началось как раз таки из-под Малгобека. Не должно быть забыто именно героев. Наша задача сделать так, чтобы без вести пропавших защитников Отечества стало как можно меньше. Надеюсь, что эта экспедиция внесет свою лепту в этом нужном, благородном деле. Желаю участникам поиска найти своего солдата, защитника Отечества, павших смертью храбрых, защищая Родину, учтем города воинской славы Малгобек. А это представители поискового отряда «Лысинская каска». В годы Великой Отечественной в городе Лысинск было развернуто массовое производство касок для солдат. Тыловики, несмотря на голод и холод, работали круглосуточно, выпуская в день до 50 тысяч защитных головных уборов. Война хоть и не добралась до Пермского края, но смогла забрать жизни тысячи тыловиков. В прошлом году нам удалось недолго здесь поработать. В силу обстоятельств мы всего несколько дней здесь поработали в окрестностях. Больше всего, большей частью, надо сказать, проводили разведку. В этом году планируем точно так же помочь в поиске. В принципе, к любым видам работ мы готовы. Азат Галиев, руководитель сводного поискового отряда «Лотос» Астраханской области. В Ингушетии они также не впервые. В прошлом году совместно с региональными поисковиками ребята проводили разведывательные работы. Мы очень благодарны за приглашение принять участие в вахте памяти «Малгобекский рубеж-2021». Самое главное для нас задача – это, конечно, найти солдат, чтобы были именные бойцы, чтобы найти опознавательные знаки, чтобы был медальон. Сотни тысяч солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, до сих пор не обрели покой. В архиве напротив их имен короткая строчка «Пропал без вести». Родные ничего не знают об их судьбе. Из забвения героев, отдавших свои жизни за победу, возвращают поисковики, деятельность которых тесно сопряжена с риском для жизни, ведь нередко они находят в раскопках взрывчатые вещества и крупные неразорвавшиеся снаряды. Эта тема очень важная. Техника безопасности с взрывоопасными предметами, это различные мины, гранаты. Надо соблюдать. Мы проходим ежедневный инструктаж, чтобы, если нашли что-то взрывоопасное, ничего не трогается. Это место ограждается, вызывает сотрудников полиции, передается, дальше уже работает взрывотехники. В рамках военной патриотической акции «Вахта памяти Малгобекский рубеж-2021» будут проводиться поисковые и разведывательные работы совместно с волонтерами из других регионов. Следует отметить, что впервые за 8 лет в регионе начала действовать всероссийская организация «Боевое братство». Малгобек 14 раз переходил из рук в руки, поэтому непосредственно установить каждого советского солдата, который сражался на Терском хребте, для нас была тоже очень важная цель. Поэтому мы объединились для решения данной задачи с юноармейцами, с поисковым отрядом «Патриот». И пригласили на территорию республики всех соседей поисковых отрядов, чтобы провести более плодотворную работу в этом направлении.
Приятным завершением мероприятия стало хоровое исполнение юноармейцев песни «Поклон деду за победу». Также участники встречи сделали совместное памятное фото. Адам Мережков, Хасмагомед Масигов. Новости 24.